беспощадные. Деньги правят всем. Не в деньгах счастье, говорят лишь глупцы их слабые. Когда у тебя есть деньги, ты ведь все равно радуешься, как бы ты их ни презирал. Сколько бы людей за эту жалкую кучу не погибло. И то, что здоровье не купишь, это полный абсурд. Здоровье купишь, вот правда нашего века. С нами ты всегда будешь в достатке. Кто вообще такие? Я не могу сказать, кто мы. Я могу показать, что мы уже сделали. Взгляни в этот город. Уже 22 года мы разрушаем этот город изнутри. Теперь пришло время снять его. Когда все наконец станут свободными. Когда не будет никакой единой морали, культуры или закона. Признайся, ты их не хочешь здесь. Мы предлагаем тебе сделку. В обмен на это ты будешь жить в небывалой роскоши. И да, считай, вопрос с миграцией уже решен. Скажем, как политический беженец. Ну как? Чем еще вы хотите меня подкупить? Да сволочь продажную меня держишь, да? Я специально ждал до этого места, пока ты выложишь все свои карты. Считаешь меня коррупционером? А что ты нервничаешь-то? Ты как будто в первый раз такое слышишь. В наше время все продается и все покупается. Долг. Ты знаешь, что такое долг? Что означает это слово? Долг перед обществом, перед своими родными. Долг несут не только президент и его соратники. Ты должен быть благодарен за то, что ты родился здесь, вырос таким. Каким бы ни был твой город, ты должен гордиться им. Что ж, мое дело предложить, твое дело отказаться. Прошу прощения за то, что мы отняли от вас такое время. Хотя это вы отняли всего больше. Да пошел ты вон, сукин сын, и чтоб я здесь тебя больше не видел! Можно и без оскорблений. Пошел вон, я тебе сказал! Прошу прощения. Да пошел ты вон! За дверь и за ваши дверь. Парни. Еще один убежденный идеалист. Надо было сразу догадаться. Давненько мы с такими не расправлялись, но этот попал нам прямо в лапы. Почему нам так мало? Иди сюда! Что это? Всегда приходится скрываться. Нет ни одной причины, чтобы полиция и китайская триада не искала наше убежище. Поэтому лишь ночью, под землей, в кромешной тьме, мы решаем судьбу этого города.
было сразу прикончить эту сволочь. Красные сколько раз пытались его подкупить, да ни черта. Кстати, не совсем мало заплатили. А ехать пушки искал, взрывчатку делал. Отдали всего 20 кусков. Доходы за убийство не обсуждаются. Это закрытый вопрос. Это Марк, босс нашего братства. Твердый мизантроп, утерявший веру в людей и считающий насилие единственным решением многих проблем. Когда-то у него была любящая семья, и говорят, он был совсем другим человеком. Но однажды с его семьей жестоко расправились. Из-за мести Марк угодил за решетку. И сгнил бы там, если бы не появился его старший брат Артур, который завербовал Марка в свое мафиозное братство. Что за дерьмо ты вообще тут? Это стол босса! Мне пофиг. Это стол босса! Мне пофиг, кто. Сынок! Да вообще тоже дерьмо! Дурачок, успокойся! Эй! Бросай пушку! Сынок, бросай пушку, я тебе сказал! Босс сказал, бросай пушку! Мне пофиг на него! Сынок, опусти! Бросай пушку сейчас же! Или нет, успокойся! Садись на! Ты видел, что становится у него? Это что за дерьмо? На, разберись по-мужски. Нет, так бить не надо. Бросай пушку. Ты выстрелишь? Я выстрелю. У тебя кишка там. А я могу помочь ему. Того китайца в углу зовут Джет. С тех пор, как появился этот наглый тип, дела в братстве пошли хуже некуда. Говорят, по его вине Артур был убит, а Марк стал во главе братства. Похоже, только мне известно, что он не так давно состоял в китайской триаде. Нетрудно догадаться, на чьей именно стороне он играет.这不是我的错，他们这是比我们更多，他们还偷偷的看着我，马克团队干着不假着，又为什么应该我要杀了他？他们虽然个进去我们的技术，你胡说八道！你觉得他们不想进去吗？他们杀了我们的人，把我们的饭馆放火了，你还觉得他们不想进去吗？他们想杀我们，没有人能杀我们的兄弟们。你让你的人杀了马克，威尔森关了，我知道马克在哪里啊。你呀，你又胡说八道！你把马克的头放在这个桌子上，要不我放你的，你明白了吗？你还记得什么是一家族？这就是生意，这里没有朋友，只有兄弟们。Что значит закрытый вопрос? Ради чего я жизнью рискую? Патрулей становится все больше. Вы бы хоть ставку повышали за заказ, а то уже надоело как-то за пару баксов валить этих странных... Ставку тебе, значит, повышать! Хватит! Не начинайте этого снова. Ты вечно думаешь только о своих проблемах. Ты забываешь о наших целях и о нашей миссии. Только благодаря тебе мы стоим на месте, а должны двигаться вперед. Этот щенок Адам тоже хорош. Вечно ноет, когда я его прошу кого-нибудь прикончить. По-твоему, не смогу убить человека? А что ты вообще знаешь об этой жизни? Ты когда ее держал тело умирающего товарища на своих руках? Ты что ты орешь-то, блин? Эти правду говорит. Денег становится все меньше и меньше. Мы скоро не то что на патроны, на еду денег у нас не будет. Что за пассивное? Успокоились, тихо! Кому не по душе деятельность братства, может свалить прямо сейчас, но потом станете одиночкой или перейдете на сторону врага, я вас лично зарублю! Поняли? Что это значит? Последнее время я никакой собранности не вижу. Почему такая безответственность? У вас яйца отвалились, что ли, или что? Хватит, Марк, успокойся. Я услышал то, что корпорация предложила нам новый заказ. Операцию пойдут Адам и Роберт. Вперед. Спасибо, Марк. Ну что, щенок, пошли. Ты
кого щенком назвал, а? Давай, давай. Других убивать, не слова играть. Здравствуйте, мои дорогие коллеги, друзья, товарищи. Я хочу выразить вам свою огромную безмерную благодарность за то, что вы почтили меня своим присутствием. Знаете, однажды, давным-давно, еще 30 лет назад, когда я только начинал, я был стажером в полицейском участке. За время своей работы я насмотрелся столько разных криминальных происшествий, убийств. Я созерцал и ужасался. Именно тогда я понял, что мы не можем исправить преступников их же методами. Нельзя победить зло насилием. И как раз тогда я нашел одну интересную восточную мудрость, которая направила меня. На добро отвечай добро, а на зло справедливостью. Но что есть справедливость, друзья? Разве справедливо, что наше общество сейчас живет под давлением чужой культуры, чужих пороков, чужих ложных ценностей? Неужели наша истинная сущность и мировоззрение останутся далеко забытыми в истории? Друзья, неужели мы так и проживем свою жизнь, как часть единой машины, где культивируется эгоизм и равнодушие? Мы живем в тяжелое время, где каждый сам за себя. Однако, друзья, я хочу сказать вам всего лишь одно. В мире вокруг нет ничего того, что нет внутри нас. Анна, доча, здравствуй. Как же давно мы с тобой не виделись. Рада, пап, речь была очень хорошая. Не знала, что ты смотришь на меня широко. Спасибо. Ну, если честно, я не чувствую уже тех сил в себе, которые были во мне раньше. Вокруг люди только твердят, что брось это дело. Зачем ты этим занимаешься? Они не понимают, зачем мы это делаем. Ведь все зависит от нас. Когда-нибудь, возможно, настанет тот момент, когда меня не станет. И ты знаешь, что нужно делать. Я не хочу этого. Я этого не хочу. Но может произойти все, что угодно. Пожалуйста, не подведи. Не расстраивайся. Все будет хорошо. Пойдем к гостям. Нет, 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 так не пойдет. Он там с дочерью. Я не стану убивать его дочь. Планы отменяются. Что значит отменяется? Убьем его, когда он будет там один. А с дочерью я не стану его убивать. Это не в моих правилах. Какие еще правила? Ты же знаешь, что это приказ, и мы должны его выполнить. Я никогда не убивал женщин и не стану. Если бы тебе приказали убить детей, ты бы стал выполнять приказ. Я делаю то, за что мне платят. Ты еще не знаешь, какими сволочами могут вырасти эти дети. Это приказ, и ты должен его выполнить. Если ты этого не сделаешь, то Большой Марк оторвет тебе голову. В общем, ты как хочешь, можешь оставаться здесь, а я пойду и сделаю то, что нужно сделать.
происходит? Роберт мертв. Да. Комиссар тоже мертв. Нет. С ним никого не было. Да. Да. Какого хрена? Блин! Я не хотел убивать его. Ну, то есть, нам дали простое задание прикончить этого комиссара. Но этот Роберт... Прости. Отец всегда говорил, что у него опасная работа. Что я должна быть готова к любому исходу. Я не думала, что все получится именно так. Зачем вы это делаете? Почему ненавидите? Почему вам нужно только убивать? Да потому что таких людей, как твой отец, не исправить. Мы хотим построить свободный город, свободный от лжи, коррупции, зависти и ненависти. Люди, живущие в этом городе, несчастливы, все хотят свалить отсюда. А мы хотим изменить. Но менять приходится только насилием. Неправда. Ты не можешь об этом судить. Ты никого никогда не любил и не прощал. Любить? Кого мне любить, когда все вокруг ненавидят? Прощать? Разве можно прощать столько дерьма вокруг? А кому ты делаешь одолжение, когда прощаешь? Ты постоянно ругаешь людей. Но чем ты сам отличаешься от них? Почему нельзя начать с самого себя? Ты постоянно требуешь от них то, чего не можешь дать им сам. Чего же ждать от других? Я не знаю. Мне просто зла не хватает. Зла? Тебе любви не хватает. Любви к собственной жизни. И каждый раз, когда ты хочешь кого-то ударить хлыстом ненависти, первый, кто будет попадать под этот удар, это ты сам. Зачем так ненавидеть? Она права. Нет сил заставить себя любить и сострадать. Мы настолько привыкли к своим скверным помыслам, что ненавидим себя самих, а вместе с собой ненавидим и весь мир. Нет сил менять себя, есть силы лишь менять других. Через ненависть и насилие. Этот грязный город. Город с грязными душами, полный жажды наживы. Когда-то давно мне еще были силы бороться с этой разрухой. Я был честным полицейским. Я до последнего стоял на стороне справедливости. Но меня предали. Бросили за решетку, как грязную шавку. В момент отчаяния любой человек становится уязвимым. И я поддался. Поддался влиянию этого человека. Нужно было объединить усилия против тех, кто тебя предал. Нужно было собирать команду, добывать деньги, вербовать профессионалов. И затем
полностью подчинить город себе. Это было внезапно. Мы только общались, обнажали друг другу наши души и выражали симпатию. И в один момент все вокруг поменялось. Рано или поздно тайное всегда становится явным. Дорогуша, у меня больше нет сил терпеть это все. Ты мне ответишь или нет? Где Адам? Сюда смотри, где Адам? Я тебя в последний раз спрашиваю. Где твой дружок? Санчес, сделай с ней уже что-нибудь. Или я с ней что-нибудь сделаю. Так где же он? Мы так не поступаем! Чтобы начать новую жизнь, нужно порвать со старой. У меня был только один выход. Босс, Адам пришел. Адам пришел. Адам. Ну вы бедные.
что, господа, суровые выдались будни, да? Я не буду говорить долго и занудно. Скажу сразу. Среди нас затесался предатель. Сволочь, продавшая нас потрохами, из-за которой копы имеют досье на каждого из нас. Мне нужно знать, кто это. Прямо сейчас. Иначе кодекс... Меня это не интересует. Где мои деньги? Почему они не заплатили за последний заказ? Какие еще деньги? Ты о чем вообще просишь? Как за что? Я завалил последнего клиента. Все было в порядке. Где деньги? А он дело говорит. Ну давай, рискни, ответь на его вопрос. Да закрой ты свой рот! В такой опасный момент, когда копы знают, что наше убежище находится под самым известным зданием в городе, ты позволяешь себе думать о своих деньгах? Вы не понимаете? Мы не одни в этом городе. Эта китайская триада достала, еще и предатель среди нас. Что это такое? Бросьте! Мы его убьем! Брось пушку! Ладно, успокойся. Пушка на стол! Убери пушку! Ребят, идем отсюда! Без хвоста, ясно? Мы спокойно уйдем, не дергайтесь! Почему их двое? Это ты должен ответить на вопрос! Я должен! Ты нанимал их! Ты должен его проверять! Как ты Ты должен его проверять своих людей! В конце концов! Вперед за ними! Пушки! И за ними! Мать твою! Алло, я нашла их. Задание принято. Отряд Дельта выдвигается на направление. Джет, почему ты прошел против них? А ты почему против них? Я не смог убить девушку. Слушай, ты же ушел из триады, да? Я не уходил из триада, я до сих пор в триаде. И ты планируешь в одиночку всех перебить? Нет, я просто убью Марка. Тогда удачи, мне уже все равно.
Ты знал, что все так закончится. Ты поддался влиянию этой суки и предал нас! Скажи еще, что ты не знал, что она, оказывается, двойной агент под прикрытием. И все, что ей было нужно, это завоевать твое доверие, проникнуть к нам и уничтожить нас! Знаешь, как это все мне осточертело? Осточертел ты! Твои планы! Изменить этот город! Да всем наплевать! Среди всех членов братства тебе я меньше всего ожидал проблем. Зачем тогда ты вступил в братство? Тебе что, убивать нравится? Да мне на них наплевать! Наплевать на всех этих людей! Мне нужны только деньги! Деньги тебе нужны? Да! Деньги! Что ты? Посмотри на этот город! Смотри! Что? Разве тебе нравится тут жить? Люди здесь одержимы ненавистью и эгоизмом. И нам нужно все менять. Только менять придется насилием. Ты отнял у меня все. И я отнял у тебя все. Нам ничего не остается, как прикончить друг друга. У меня есть более суровое наказание для тебя. Нет! 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 Всегда останешься. Все потеряно. Ничего уже не вернуть. У меня был шанс начать новую жизнь. Но кто знал, что так все обернется? Марк знал, что я не смогу убить Анну, и он решил испытать меня в этом. Он знал, что я останусь живых, и поэтому оставил шрам в память об этом дне, когда я все потерял. Я лишь на мгновение почувствовал надежду к новой жизни. И тут же ее потерял. Я впервые полюбил человека. И впервые простил себя самого. Груз прошлого не дает мне больше покоя. Как сказал один покойный полицейский, в мире нет ничего того, чего нет в нас самих.